Надо сказать, что, к сожалению, в атласе языков, находящихся под угрозой исчезновения, который подготовлен экспертами ЮНЕСКО, осетинский язык присутствует. Но надо отметить, что существует 5 уровней угрозы языкам, и наш язык пока, слава богу, находится на первом этапе, на первом уровне и считается уязвимым. Есть такое определение – уязвимый. То есть, если будет неправильно выстраиваться языковая политика, будет неадекватная языковая ситуация в республике, то язык может перейти в категорию более жесткую, более опасную. Но, на мой взгляд, сегодня осетинский язык переживает определенный ренессанс, возрождение. А что вас заставляет так думать? Оценка той динамики ситуации, которую лично я наблюдаю последние четверть века. То есть, если сравнивать с ситуацией второй половины XX века, когда осетинский язык, так же, как и языки других народов Советского Союза, был выведен из сферы образования, был переведен в статус факультативного, и это повлекло целую цепочку последствий. Выход из сферы образования радикально негативно сказался на количестве носителей, особенно в городской среде. Из 10 первоклассников осетин только 2 владеют родным языком на достаточном уровне. То есть 80% первоклассников осетинской национальности родным языком не владеют практически абсолютно. Казалось бы, это основание для пессимистического вывода. Но все же возрождение. Дело в том, что я всегда оцениваю ситуацию с осетинским языком на сегодняшний день как ситуацию человека, который долгие годы тонул и, наконец, коснулся дна ногами и оттолкнулся. И мы сейчас начинаем планомерно всплывать. Об этом говорит и та степень обеспеченности учебниками и учебно-методическими материалами, которая никогда не была лучше, чем сейчас. То есть, в отличие от ситуации предыдущих десятилетий, когда существовали учебники осетинского языка только для владеющих, а не владеющие вынуждены были изучать осетинский язык в 10 классе по учебникам 3 класса для владеющих, потому что не было специальных, нацеленных на методику преподавания неродного языка учебников. Сейчас они есть. Поэтому были определенные нарекания в сторону этих учебников. Частично они были обоснованы. Проведена сейчас большая работа, и в этом году уже переизданы учебники начальной школы, усовершенствованы, модернизированы. Надеюсь, с минимальным количеством каких-то, скажем, несоответствий или проблем. Учебники осетинского языка подготовлены в 2 литературных вариантах, и на иронском, и на дегорском. И вот в подводке к нашему разговору вы говорили о состоянии учебной литературы, об учебном процессе. Но на самом деле язык – это явление общественное, социальное. И его развитие зависит не только от того, как изучают осетинский язык, но и то, как он используется в обществе. Если его использование минимально и ограничивается сферой домашнего общения и бытового употребления, что у нас и происходит практически, то перспектив у такого языка не будет. То есть вы предлагаете призвать молодых людей погрузиться в культуру посредством языка, только так его можно будет изучить? Нет. Я это не предлагаю, потому что это не решение проблемы. Надо создавать объективные социальные условия, в которые осетинский язык был бы востребован, и мимо которого нельзя было бы пройти. То есть, на мой взгляд, необходимо, наконец, принять закон о государственных языках Республики Северная Осетия-Алания, в которых должно быть декларирована возможность и необходимость использования
обоих государственных языков В равной республики степени. в равной степени. Ну, в равной относительно, потому что все-таки мы живем в федеративном государстве, где русский язык является языком Государственным. государственным и языком межнационального общения. Поэтому добиться полного равноправия осетинского и русского языков, наверное, не стоит ставить такую задачу, потому что она невыполнима. Но максимально разумно и рационально расширить функции осетинского языка вполне возможно и известно, как это делается. Использование осетинского языка в сфере государственного и муниципального управления. Это было бы существенной мотивацией. Дело производства ведем на осетинском. Да, да. Значит, для этого надо включить в перечень требований к государственным и муниципальным служащим определенных категорий, которые, скажем, по роду своей деятельности общаются с населением. Гражданами. Мгм. Да, надо, чтобы они проходили изучение, в том случае, если они не владеют знали. осетинского языка, и это происходит. Говоря о тех, скажем, предпосылках, которые мне дают возможность говорить оптимистически о состоянии и о перспективах осетинского языка, это я хотел бы упомянуть государственную программу Республики Северная Осетия-Алания, которая называется «Национально-культурное развитие осетинского народа». Эта программа принята 2 года назад, и сейчас она планомерно реализуется. В рамках этой программы расписан целый ряд мероприятий, большой ряд мероприятий, которые необходимо осуществить в сфере государственного и муниципального управления по расширению функций осетинского языка. И в рамках этого раздела уже проходят курсы для служащих по изучению осетинского языка. Предполагается, что в течение реализации этой программы, скажем, помещения, где проходят заседания парламента, правительства республики, должны быть обеспечены необходимой аппаратурой для осуществления синхронного перевода, что даст возможность всем желающим парламентариям, членам правительства выступать на родном языке, не будучи при этом в опасении, что их могут не понять. Также предполагается формирование штата переводчиков, синхронистов, которые будут обеспечивать функционирование наших органов управления, органов государственной власти на обоих государственных языках республики.